Если угроза экологической катастрофы, ситуация с Амурским лесом продолжает накаляться. Споры вокруг строительства водовода на берегу Самура не утихают. Более того, они разгораются с еще новой силой. Масштабный проект, предложенный правительством, обещает обеспечить водой жителей Дербента. Однако жители Магарамкентского района уверены, что современная конструкция погубит давний реликтовый лес. Уникальный и единственный в своем роде на всю страну. Попытаться вновь взглянуть на проблему изнутри. В район приехали представители Общероссийского народного фронта из Амурского леса. Специальный репортаж Хатимы Несредовой. Тут люди живут только на этом лесе и на огородах. Завтра не будет воды поливной, завтра не будет этого леса. Это народу нужно будет просто брать и уезжать. Тут будет просто пустыня и все. Эти опасения не в первый раз собирают местных активистов в Самурском лесу. Жители выступают против строительства в дельте реки водозабора. По их мнению, это приведет к гибели единственного на территории России субтропического лианового леса. Богомолов приезжал, он сказал, категорически нельзя. Были с Москвы, приехали, сказали, что нельзя, категорически нельзя брать воду. Да. А здесь, в Дагестане, решили, что это можно брать. Мы никаким бумагам не верим. У нас фактически вот наш родник, который высыхает. Вот это все, вот этим все сказано. Строительные работы, по словам жителей, начались здесь в 2008 году. Проект предусматривает создание централизованной схемы водоснабжения Дербента и прилегающих населенных пунктов. Источник один-единственный – Присамурское месторождение подземных вод. В сутки из него должно быть выкачано, согласно проекту, около 70 кубометров воды. Систему уже успели опробировать. Мы один раз на примере увидели. Они одну скважину открыли в Азадугле и включили 2 дня. Этот насос включили просто. И вечером уже колодцы высохли. Вечером за 2 дня колодцы высохли. Природно-национальным памятником Самурский лес признан в 1991 году, но даже статус госзаказника федерального уровня не обеспечивает сохранность уникального леса. По мнению экспертов, экологической катастрофы не избежать. Уже сегодня жители Самурской долины испытывают острую нехватку воды. Сохнут сады, умирает флора и фауна. В заказнике уже построены насосные станции, линии электропередач и водопровод. Для подачи воды потребителям осталось пробурить скважины и сдать водозабор в эксплуатацию. Но из-за активного противостояния жителей 6 местных сел стройка заморожена. Информация дошла до нашего лидера Владимира Владимировича Путина, человек, который 2017 год объявлен был годом экологии. 23 марта у нас конференция будет по этому вопросу. Мы будем приглашать соответствующие лица, представители власти, и будут ученые. Соответственно, мы очень хотим услышать экспертную оценку по этим вопросам. И там, наверное, а потом информацию довести до республиканской власти. Местные власти и жители Самурской долины задаются вопросом, почему снабжать Дербент водой решили именно за счет источников заказника, последнего реликтового леса России. Есть вот Азадыглийский река, полная вода, круглый год. Забирайте оттуда, пожалуйста, сколько хотите. Ну, я вот не знаю, если кто-то услышит, я обращаюсь к правительству. Этот проект нужно остановить. Нужно остановить, пока не случится беда. Жалко, я здесь родился, я здесь умру. И, конечно, я уже плачу. Мне жалко это, честно слово. И эти люди точно так же душой болеют за эту природу. На спорный проект уже потрачено свыше 500 бюджетных миллионов, но только пользы от него дербентцам пока никакой. Независимые эксперты и местные активисты продолжают настаивать на федеральной экологической экспертизе, которая требуется по закону проектам на особо охраняемых территориях. Возможно, именно тогда и будет поставлена точка в затянувшейся истории. Хатима Несредова, Тагир Багамедов, Вести, Дагестан.